С 1 июля Единый информационно-расчетный центр Республики Башкортостан начал обслуживать клиентов Уфа-Водоканала. Почему это было сделано и как это отразится на жизни потребителей, давайте обсудим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Андрей Травкин, генеральный директор Единого информационно-расчетного центра Республики Башкортостан. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот нововведение, да, пока оно звучит немного как-то, я бы даже сказала, может быть, пугающе, потому что передают клиентов Водоканалу, Единому информационно-расчетному центру. Почему это сделано было? Пугаться не стоит. Просто-напросто истек срок действия договора между Уфа-Водоканалом и МУП ЕРКЦ. 1 июля это была крайняя дата, когда необходимо было на основе конкурсных процедур определить нового поставщика, нового исполнителя по этой услуге. Уфа-Водоканал объявил конкурс, ЕРЦРБ подал заявку и оказался победителем в этом конкурсе. Был заключен договор с 1 июля. Мы исполняем функции агента по этому договору и производим в едином платежном документе начисления по более чем 220 тысячам лицевых счетов Уфа-Водоканала. В остальных клиентах, то есть остальные лицевые счета, практически не претерпели никаких изменений. По сути, этот договор мы исполняли до этого, ну и для клиентов ничего не изменилось. Ну вот были клиенты, которые уже у вас были, да, от Уфа-Водоканала, а и были те вновь прибывшие. Вот как-то между ними, как быть, куда обратиться нужно, может быть? Если речь идет о новых клиентах, то в платежном документе, который мы выпускали в июле месяце, в справочной информации, мы указывали, в какие клиентские офисы, по каким адресам, по каким телефонам необходимо обращаться. Вот. Если говорить о текущей ситуации, то в адресном блоке, там, где информация о поставщике, там каждый наш клиент может прочитать, понять, куда ему следует обращаться за очной консультацией. Что нужно сделать? Куда-то, вот вы сказали сейчас, нужно обратиться и за очной консультацией. А как это сделать? Куда обратиться? Может быть, куда-то позвонить? Для того, чтобы вот все вот эти начисления были правильными, скорректированными, чтобы потом не было перерасчетов, расчетов и так далее. Прежде всего, я хочу вообще обратиться ко всем клиентам с самой доступной и простой информацией. Удобнее всего, лучше всего обращаться, получать ответы на возникшие вопросы посредством заочного обслуживания. То есть у нас в ЕРЦРБ замечательный личный кабинет, сайт, все доступно, интерфейс дружелюбный. Лучше и эффективнее писать туда и задавать вопросы именно в личном кабинете, в мобильном приложении, на сайте. Можно использовать телефоны контактного центра, ну и, наконец, офисы очного обслуживания. Но при этом хочу напомнить, что офисы работают по предварительной записи. Какие способы есть передачи показаний именно счетчиков, приборов для того, чтобы вот именно в единый информационно-расчетный центр, чтобы они были правильными, своевременными? Ну, прежде всего хочу напомнить, что крайний срок приема показаний 24 июля. То есть за июль месяц мы принимали показания с 1 июля и завершаем прием показаний 24 июля. Передать показания приборов учета можно также посредством личного кабинета, через платежных агентов. При совершении платежа указываются показания счетчиков. Можно позвонить на телефон контактной линии, можно записаться на прием очного обслуживания и там передать показания приборов учета. Что, в принципе, изменится вот в платежном документе, в квитанции? Ну, по сути дела, ничего. Добавится в платежном документе для новых клиентов, появится строка водоснабжения и водоотведения. А когда вот обновленные квитанции уже жители получат на руки? С 1 августа. То есть это будут начисления за июль.
Вот после того, как доставили квитанции, может быть, еще и после этого нужно куда-то обратиться, да, вот сама процедура, какой дальше план действий? Может быть, актуализация информации, передача показателей, вот, показаний? Если в квитанции, то есть в том платежном документе, который клиент получил, и он не вызывает вопросов, то лучше всего, используя номер лицевого счета, зарегистрироваться в личном кабинете и в дальнейшем взаимодействовать именно там. То есть совершать там платежи, кстати, без комиссии, осуществлять передачу показаний через личный кабинет. Это очень быстро и удобно, практически не выходя из дома. То же самое касается мобильного приложения. В случае, если же возникли вопросы или в платежном документе есть некорректная какая-то информация, то с обосновывающими документами необходимо обратиться в клиентский офис, предварительно записавшись. Андрей Анатольевич, давайте еще раз проговорим для наших телезрителей. То есть 1 июля часть клиентов перешла, Уфа-Водоканала перешла именно в единый информационно-расчетный центр. Как это отразится, мы уже примерно понимаем. Да, самая главная задача на сегодня новых клиентов – это передать показания приборов учета. Вот, и тем самым начисления за июль месяц будут корректными. А если вдруг кто-то не успел? Или кто-то не знает, может быть. Вот что делать в таком случае? Если кто-то не успел, кто-то не передал показания, в этом случае начисления будут производиться по аналогичному расходу прошлого периода. А если и в прошлом показания не передавались, то по замещающей схеме по нормативам. А если вот затем несколько месяцев не передавали, можно, еще раз давайте проконсультируем, куда можно подойти для того, чтобы, каким образом можно решить этот вопрос для перерасчета? Можно обратиться в офис очного обслуживания. Адреса офисов очного обслуживания также указаны на нашем корпоративном сайте ЕРЦРБ. Но для того, чтобы получить консультацию именно в очном формате, нужно заранее записаться, я правильно понимаю? Да. Как это сделать? Это тоже там же. То есть на сайте ЕРЦРБ есть специальное окошко «Предварительная запись». То есть там, провалившись туда, можно записаться на удобное время для приема любого клиента. Ну и самое главное, для вновь поступивших клиентов, для жителей Уфы, по большому счету, ничего не поменяется. Я правильно понимаю, кроме как вот, квитанции? Ну, для части, которые ранее у нас обслуживались, у них абсолютно, они даже не почувствуют, у них ничего не поменяется. А то, что касается новых клиентов, которые ранее обслуживались в МУП ЕРКЦ, единый информационный расчетный центр сделает все необходимое для того, чтобы они этого тоже не почувствовали. Андрей Анатольевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о нововведениях, которые сейчас есть, чтобы придать еще больше жары, наверное, нынешнему лету. Вот, я надеюсь, что все наши зрители получили доступную информацию, а если есть какие-то вопросы, то еще можно обратиться за информацией на сайт. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.